Согласно преданиям, тюркоязычные предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт на агузских наречиях значит «главный волк». Они вобрали в свой состав племена финно-угорского и сармато-аланского происхождения. Впоследствии пополнились кыпчаками, а также кочевниками Золотой Орды. К эпохе позднего Средневековья в составе башкир насчитывалось около 50 клановых подразделений, обитавших на обширной территории исторической Башкирии от Волги до Тобола. В нашей программе мы расскажем об одном из них. Уран – это название одного из подразделений башкирского народа, в прошлом составлявшего титульный род Уранской волости, располагавшийся на севере исторической Башкирии. Ныне селение башкир-уранцев расположено на территории Янаульского района Республики Башкортостан. Прошлое рода Уран прослеживается до эпохи раннего Средневековья. В данной программе мы рассмотрим этот вопрос. Первое полноценное исследование истории уранцев предпринял турецкий историк Фуат Köprülü в своей статье «Уран Кабилиси. Племя Уран», изданной в 1943 году. Он предположил, что данное племя впервые упоминается в китайских источниках X века на территории Восточного Туркестана, где тогда существовало уйгурское княжество Кочо. Но все же первое известие, в котором, несомненно, шла речь об уранцах, по его мнению, оставил персидский историк XIII века Фахриддин Мубаракшах. Историограф Фахриддин Мубаракшах Марваруди упоминает уранцев в контексте перечисления тех племен или тех этнических образований, которые составляли тюркский мир в Великой Степи, того региона, который персы называли Дэште-Кипчак. Буквально пишет он следующее. «Торканра габоэль сахт бес яраст, вабиштер дар сахраха бошанд». Тюрки делятся на племена, их бесчисленное множество, большинство из них обитает в степях. Ороз, агузы, хето, китаи или катайцы, кай, уран. В XI веке в Средней Азии возник Хорезмийский султанат. Среди кочевников Дэшты-Кыпчака, окружавших Хорезм, источники зафиксировали племя Уран, которое в лице своего хана Алп-Кара-Урана в конце XII века заключило союз с Хоремс-шахом Текешем. После этого уранцы пополнили войска Хорезмийской державы, достигшей апогея могущества в начале XIII века в правлении Хоремс-шаха Алауддина Мухаммада II. Матерью последнего была Теркен-хатун, носившая пышный титул Худавенда и Джахан, то есть «Госпожа мира». Этим и объяснялось большое влияние племени Уран в государстве Хорезмшахов. Об этом сообщал персидский историк XIII века Атам Алик Джувейни. В пассаже Атам Алика Джувейни, повествующем о происхождении матери предпоследнего Хорезмшаха Мухаммада ибн Текеша, Теркен-хатун, говорится, что она происходила из племени, которое само себя называло Уран. Буквально он пишет следующее. «Аз хели хишан мадарешке и шанра ураниян хандент». И значительная часть его войска происходила из тюркского общества, из которого происходила и его мать. И сами себя они называли ураниян, то есть уранцы. Однако дни султаната были сочтены, ибо его границы сомкнулись с нарождающейся империей Чингисхана. Непосредственным поводом к войне с Хорезмом стал инцидент, случившийся в пограничном городе Отрар, правителем которого был уранский князь, имевший титул Каир-хан. В источниках представлены разные написания титула Каир-хан, Каир-хан, Кадер-хан, Катер-хан и так далее, но, по всей видимости, речь идет об арабском эпитете Кадир, могущественный, сильный.
И представители этой династии наследовали этот титул. Последним из них был правитель города Атрар Каир-хан, чье поведение, вернее, чьи действия послужили поводом для монгольского нападения на государство Хорезмшахов и среднеазиатского похода монголов. Дело в том, что когда в Атрар прибыли послы Чингисхана, Каир-хан убил этих послов, не вытерпев, скажем так, их слишком завышенных требований и слишком высокомерного тона. Героическая оборона Отрара продолжалась несколько месяцев. Город пал, когда уже сдались главные города султаната Самарканд и Бухара. Каир-хан был взят в плен и казнен. Разбитые кыпчаки, в том числе племя Уран, укрылись в Башкирии. Как писал хивинский историк 17 века Абул-Гази Бахадур-хан, кыпчакский народ собрался и произошла битва. Джучи-хан победил и перебил попавших ему в руки кыпчаков. Те из них, которые спаслись, ушли к иштякам. Большая часть иштяков теперь является потомками тех кыпчаков. Иштяки – это экзоним, то есть внешнее обозначение башкир со стороны других тюркских народов. Монгольское завоевание стало историческим водоразделом для многих стран и народов. Недаром в научной литературе используется выражение «домонгольская Русь», «домонгольская Башкирия», «домонгольский Хорезм» и так далее. Катастрофа первой половины XIII века поставила точку на существовании племен Дэшти-Кипчака как самостоятельных этнических единиц. Большая часть кипчаков была интегрирована в новую политическую общность Улус-Джучи, а также в состав вассальной Чингизидом Башкирии. Что касается уранцев, то начиная с 20-х годов XIII века для них также начинается новый период истории, уже в качестве одного из клановых подразделений башкирского народа. В своей статье «Уран Кабилиси. Племя Уран» Фуат Кепрюлю писал: «Имя Уран, как название племени, сегодня встречается только у башкир. Он также составил карту миграции племени Уран. Из района первоначального обитания в Восточном Туркестане в бассейн Сырдарьи, а после монгольского погрома движение на Ближний Восток и в Башкирию. Первые вошли в состав османских турок, вторые – в состав башкир. В Башкирии уранцы образовали собственный эль, то есть территориальную общину кровных родственников, которая несколькими веками позднее в русских источниках была известна как Уранская волость. В сохранившихся родословных шежере уранских башкир родоначальником указан легендарный Уран-Бий, чья фигура была необходима составителю генеалогии в первую очередь для объяснения названия рода. Bizning Уран аруының 3 шежересі сакланган. Біріншісі ол Уртауылнықылар, Уртауыл шежересі. Икенче шежерені топқанлар Дускаевлар шежересі деп үртелерінде оланы. Аны Тартар мәшітінде топқанлар, шул тоже кириллицаға ейлендірген. Үшінші шежере, бұл шежере шул Кисақайында табылған шежере енді. Ана шул 3 шежеренің икісінде мен өзімнің шул Құртетей тоңатарына жырақ Құртетемні 2 шежереден де аны таптым. Мен ревизский сказкалар бойынша енді түзігенем өзімнің шежеремні. Қорап отырам шул исімлер. Ана шундай бай үкіметкелі шежере ол. Все 3 шежере были транслитерированы с письменности тюрки на кириллицу. К сожалению, судьба арабографичных оригиналов неизвестна. В шежере из аула Тартар Янаульского района говорится, что один из уранских беев по имени Авдуак, сын Асанбая, получил от падишаха Ивана Васильевича право владения землей, то есть утверждается, что он жил во второй половине XVI века. Ол Авдуак бейне әлі мен шежерелер білен шұғыланмейдірейім. Бір ауылдағы бабайынды әйтті меңа. Менә безнең яктан инде Авдуак бей шул Мәскәүгә барып, шаңгы белән кыш көне Мәскәүгә барып,
документ алып кайткан, мына ушу неге жерлерге грамота алып кайткан тиеп айтты инде. Ну, халык тилинде инде нашу айтам бит инде бабайлар, алар айсуак тиеп әйтәләр инде. Айсуак бит. Село Кисак-Каин Янаульского района. Именно здесь, в 90-х годах прошлого века, началось движение уранских башкир. Но на фоне кризиса советской идентичности в обществе возникло стремление восстановить связь времен, то есть соединить прошлое с настоящим. Тарих белән кызыксына башлауыма сәбәпче шушында эшләгән вакытым иде тоже. Ул вакытта колхоз рәисе булып Насыров Заки Ильясович эшләйдер, һәм ул тоже тарих белән кызыксынды, һәм авылның тарихын ныклабрак өйрәнергә, ныклабрак белергә безнең күренекле галимебез, тарихчыбыз Әсфәндияров Әнвәр Закировичны безгә кунакка чакырды. Әнвәр Закирович ул буш килмәде, менә минем алда яткан, менә шушындый Кисаккаин авылы халкын нәселләргә кайсы кем нинди нәселгә туры килә, менә шушындый эшләп алып килде инде шушындый язулар. Соединение данных архивных источников и ШЖР создали целостную картину прошлого. Долгое время предания об Авдуак или Айсуак-Бии считались всего лишь фольклором, пока историк Булат Азнабаев не отыскал в Российском государственном архиве древних актов любопытный документ. Бил челом государю и великому князю Иоанну Васильевичу Уфимского уезду Осинской дороги Уранской волости башкирец Авдуак Санбаев, а сказал, что да за службы его пожаловал государь-царь и великий князь в той волости за Камую рекой. Таким образом, Авдуак или Айсуак Исанбаев оказался реальной личностью, что в очередной раз доказывает высокую достоверность башкирских ШЖР. Документ, приведенный выше, является выпиской XVIII века из более раннего оригинала. Отсюда, вероятно, некоторые искажения. Царь, конечно же, не жаловал, а лишь подтвердил право Айсуака Исанбаева, главы клана Уран и, вероятно, служилого башкира Тархана, на владение собственной родовой вотчиной. Царь подтвердил вотчинное право Айсуака Исанбаева на обширную территорию по реке Буй и ее притокам, а также на земли, находящиеся на правом, противоположном берегу Камы. Если сравнивать, например, ярлыки на тарханство, которые давались казанскими ханами, например, Сахиб-Гиреем, да, обратите внимание, жалуется, как правило, глава рода, что подразумевает в себе фактически весь род. Вот и ситуация с Авдуак Санбаевым, она такая же. Почему потомки Авдуака Санбаева апеллировали к нему как именно родоначальнику, а не как отдельному помещику, служилому человеку? Он фактически получил документ на всю волость, потому что башкиры не воспринимали индивидуальное помещичье хозяйство, а отдельное земельное владение. Для них это все была коллективная форма собственности, причем родовой собственности. Однако на практике происходило по известной русской пословице «жалует царь, да не жалует псарь». Гарантии, данные башкирам-уранцам в момент принятия их князем Айсуаком Исанбаевым подданства царю Ивану IV, нарушались еще при жизни последнего. В итоге вспыхивали народные выступления. В грамоте 1572 года промышленникам Якову и Григорию Строгановым напоминалось: «Приходили наши изменники Черемеса на Каму, 40 человек, да с ними да остяки, башкирцы и буинцы войною, и побили да на Каме пермич торговых людей и ватащиков 87 человек. И как к вам вся наша грамота придет, и вы бы жили с великим бережением». Упомянутые в грамоте башкирцы и буинцы, то есть жители долины реки Буй, это и есть башкиры рода Уран. Чаще всего, кстати, это происходило вот там, на северо-западе пермских земель, где активно шла русская промысловая колонизация, в частности, графов Строгановых и так далее, и так далее. Причем здесь дело еще усугублялось тем, что русский человек воспринимал чужую собственность по принципу освоенности территории. Если он видел, что землю никто не пахал, сено никто не косил, лес никто не рубил, он рассматривал эту территорию как дикое поросшее поле.
то есть пустопорожние земли. Башкиры же говорили, что мы здесь вообще-то кочуем. То есть для нас эти земли являются сезонным местопребыванием. Охоты или там пастбищ своих и так далее. А русский человек осваивал землю, именно распахивая ее. И понятие заимочного владения землей – это традиция русского землевладения там 15-17 веков. То есть куда топор, саха, коса ходила. Самым крупным и, возможно, старейшим селением уранских башкир является село Кагарманово, обязанное своим названием главе Уранской волости Карману, вернее Кагарману Бекбавову, жившему в конце 17-го, начале 18 века. В шестом поколении от нашего знаменитого Айсуака Исанбаева стоит Мардаш. Сын Мардаша Бикпау, а сын Бикпау Кагарман. Но в русских записях его писали Карман. Он в 3 документах мы его нашли. В 1695 году в Челобитной его имя есть, в 1694 и также он фигурирует как башкир Карман, участник восстания 1704 и 1711 годов. Карман или Кахарман Бекбавов был не просто главой ага клана Урана. Он был, как писали в советской историографии, башкирским феодалом, влиятельным вотчинником Уранской волости. В 1694 году уфимскому воеводе Головину пришла грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей, из которой следовало: били челом государем Уфимского уезда Осинской, Казанской, Сибирской и Ногайской дороги башкирцы-тарханы и ясашные Тлешка Бегенешев, Карманка Бекбавов, Ишейка Ишкилдин, Кулчерка Кельмаков с товарищи. Далее царь пересказывал суть их жалобы. В недавних годах на тех их старинных вотчинах и во всяких угодьях поселились пришлые русские люди, и татара, и чуваша, и черемеса, и ватики. И оттого их многолюдство, ясаку и всяких податей платить стало им нечем. Я знаю, например, что ситуация по реке Кама, которую башкиры заявили как раз в том числе и по документу Авдуака Самбаева, он не решался столетиями. То есть иногда башкирам удавалось доказать, например, о рыбной ловле по реке Кама, но в ряде случаев государство жаловало, например, Саво-Сторожевскому монастырю эти водные ресурсы, хотя они в вотчинах башкир указаны. И если посмотреть, кстати, на историю всех восстаний 17 века, башкиры как раз-таки жалуются на непоследовательность политики властей. Если вы декларируете какие-то права, то вы должны их придерживаться. Но, собственно говоря, восстание 704 года началось от недоумения вообще. Петр ли I издал эти указы, которые, собственно, опровергали все предшествующие законы в отношении башкир. В 1704 году в Башкирии вспыхнуло очередное восстание, вызванное небывалыми доселе злоупотреблениями местной администрации. В 1707 году в сражении близ горы Юрактау Архан Алдар Исикеев, предводитель восставших башкир, разгромил войска уфимского гарнизона, после чего башкиры вторглись на территорию Казанского уезда и опустошили его вплоть до самой Казани. В конце концов, правительство признало свои ошибки и, соответственно, справедливость требований башкир. Восстание закончилось, а бунтовщики были амнистированы. Среди них был и Кагарман Бекбавов. Его имя запечатлелось не только в названии села Карманово, в котором ныне проживает более 1200 человек, но и в названии Кармановской ГРЭС и Кармановского водохранилища, разлившегося водами реки Буй на 3,5 километра в ширину и на 15 в длину. В Пугачевщине, потрясшей до самого основания Российскую империю в 1773-75 годах, приняло активное участие все население Уранской волости. Причем не только башкиры, но также ясачные татары, марийцы и удмурты. Одним из предводителей восстания был сподвижник Салавата Юлаева, башкир Уранской волости Аид Саитов, который удостоился от Пугачева звания повстанческого полковника.
Аид Саитов жил в селе Кумово, нынешнего Янаульского района. Сначала он сражался против отрядов милиции, сформированных властями из крестьян Сарапульской и Каракулинской властей. В июне 1774 года, когда главная армия Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева приблизилась к Каме, Аид Саитов соединился с ней и участвовал во взятии крепости Оса. Когда же народный царь двинулся на штурм Казани, Аид Саитов и другие командиры получили приказ задерживать движение правительственных войск, шедших за ним по пятам. В одном из боев Аид Саитов был взят в плен и отправлен в Казанский острог, где скончался, вероятно, от полученных ран или пыток. К сожалению, Аид Саитов не дожил буквально пару месяцев до того момента, когда Екатерина II амнистировала башкир участников восстания, кроме Салавата Юлаева, дважды отвергшего ее предложение сложить оружие, чем, по мнению властей, проявил к ней преступное неуважение. Своим помилованием, которое не коснулось других категорий населения, правительство косвенно признало, если не правоту башкир, то, по крайней мере, ошибочность политики захвата башкирских земель заводчиками, ставшей причиной присоединения башкир к пугачевщине. Село Новый Артаул Янаульского района Республики Башкортостан – второе по величине селение уранских башкир. Оно является родиной семьи Амировых, давшей республике плеяду видных государственных деятелей и представителей творческой интеллигенции. Халим Амиров был участником башкирского национального движения, заложившего основы Башкирской республики. В напоминание его заслуг установлена мемориальная доска на здании библиотеки, а также бюст перед местной школой, носящей его имя. Во время гражданской войны он был политкомиссаром башкирской бригады, сражавшейся летом 1919 года на Южном фронте против армии Деникина, а затем особо уполномоченным башревкома на Петроградском фронте. Один из его родственников, Заки Амиров, в начале 30-х годов занимал пост наркома земледелия Башкирской АССР, а другой, Гайнан Амири, стал известным башкирским писателем. Таким образом, беспамятство советской эпохи, когда утопические грезы о светлом будущем отодвинули на задний план ценности ближней жизни, ныне сменилось пробуждением интереса к истории, к прошлому семьи и рода. Без башкира, но то, что вот насильно нас лишили своего родного языка и не дали обучаться на своем родном языке, перевели на татарский. Вот я 10 лет обучался на татарском языке. И исходя из этого, что я могу сказать, но несмотря на это, мы и татарскими не стали, и литбаш языки тоже не могли освоить. Но все равно мы разговариваем в жизни, по жизни. У нас окружающая среда, общение на своем местном башкирском языке. О том, как происходил процесс отчуждения башкир Янаульского района от собственной культуры, свидетельствуют документы. В постановлении Бюро Янаульского райкома ВКПБ от 10 августа 1933 года признается, что в районе башкир 58%, татар 15%, русских 12%, удмуртов 10,9%, марийцев 3%, прочих 0,8%. Далее утверждается, большинство населения, коренное население района – башкиры, у которых татарский язык фактически является разговорным языком. На этом основании Бюро райкома ВКПБ считает правильным решение башкирского правительства об установлении делопроизводства на татарском и русском языках. А это значило, что башкирское население района также переводилось на татарский язык обучения в школах. Например, давлеканские, их же не перевели, например, давлеканский башкир. Они обучались, пытались обучаться на литбаше. А нас заставили обучаться. Вот я еще помню, вот один из учителей, вот здесь фотография,
Вот намадыр дәріс әйткәнем инде, ул татар теленә укыталар инде. Нәмә син әлләмә сөйләйсең, нәмә ат күтендә була ул. Нәрсә дип әйтергә кирәк дип миңа оскорил перед всем классом. Вот это я запомнил. Так что нам не дали не разговаривать на своем родном языке, не обучаться тем более. Это была глубокая ошибка, что перевели на обучение на татарском языке. В это время Башкирской ССР руководили старый большевик Яков Быкин и коммунист призыва 20-х годов Зиннатулла Булашев. Не будучи специалистами в области языкознания, они шли в фарватере заблуждений языковеда Габбаса Давлетшина, сформированных еще в XIX веке православными миссионерами, авторами кириллических алфавитов для башкир, татар и казахов, Василием Катаринским и Александром Бессоновым. Все диалекты башкирского языка, кроме юго-восточного, они ошибочно считали испорченными иновлиянием. Было принято решение, что местный язык на стандартный башкирский не похож, поэтому не надо пытаться внедрять его, а нужно просто передать обеспечение этого района образовательными материалами, учительскими кадрами и так далее Татарская ССР. Это было таким снятием ответственности с себя и с республики, которое повлекло серьезные и очень печальные последствия. И уже к концу 30-х годов ученые-лингвисты во главе с Закиром Шакировичем Шакировым, во главе с Тагиром Галямовичем Баишевым пришли к выводу, что нет, это действительно нормальный башкирский язык, и была допущена ошибка. Однако до реального исправления этой ошибки дело в советское время так и не дошло. При этом власти соседней татарской АССР на подконтрольной им территории проводили политику сплошной татаризации сотен тысяч башкир, типтярей, мишарей и кряшин, бывших Мензелинского и Бугульминского уездов. Власти Башкирской АССР, напротив, придерживались лингвистического плюрализма, доведенного до абсурдного дробления коренного народа республики башкир по ошибочному критерию чистоты языка. Бүгін мы считаем, что немедленно хотя бы первые ступени в школах, хотя бы первых 3 классов, 4 классов, обучить на своем местном диалекте. Я считаю, не надо бояться применить политическую волю, несмотря на этих возражения некоторых этих филологов, которые цепляются за кончики там, букв или хвосты этих букв. Нас признали люди башкирами, но обучать башкир на башкирском местном диалекте пока решение не принято. Мы считаем, что это быстрее надо делать. При таких чиновниках, чиновники это в ругательном смысле, я уже говорю, конечно, мы не сохраним северо-западных башкир. На территории бывшей Уранской волости ныне расположены десятки сел и деревень, 2 поселка «Прогресс» и «Энергетик», а также 2 города – Янаул и Камбарка. Первый является центром Янаульского района, выросшим из небольшой деревни уранских башкир Янаул, а второй – из Камбарского завода, основанного заводчиком Демидовым на вотчине Айсуака Исанбаева. Такова история этой земли, сложная и противоречивая. Но именно такой и бывает настоящая, нелубочная история. Можно сказать, природа не терпит пустоты, а история не терпит простоты. Род Уран – эксклюзивное башкирское явление, поскольку этот этноним сохранился только в башкирской клановой номенклатуре. Это наше историческое достояние, которое мы должны изучать, беречь и гордиться им.